Absınızı skublo havajlar. Табу бхашасхо, На данный момент ситуация следующая. До нас доходит информация о том, что действующий президент пытается дезинформировать нашего стратегического партнера, о том, что в Абхазии совершен госпереворот некими протурецкими силами, прозападными силами. На данный момент он сидит и звонит в Москву вот с такой повесткой. Это абсолютная ложь. Мы еще вчера ночью предприняли последнюю попытку. У нас была встреча с депутатами парламента. Мы их попросили, чтобы этот вопрос, который будоражит всю нашу общественность, сняли с повестки. Об этом было объявлено еще вчера ночью, чтобы люди успокоились. Наше предложение проигнорировали. Более того, уже сегодня, когда мы все собрались у здания парламента, мы опять попросили парламент провести сессию, снять с повестки этот вопрос, который будоражит наше общество. Главная идея, главный посыл был в том, что через несколько месяцев должны были состояться выборы президента. Никто из стоящих здесь не хотел того развития событий, которое произошло. Поэтому мы предупредили, пускай президент отзовет свою антинародную инициативу, выйдет на выборы. Если весь народ бы его поддержал, то это один вариант развития событий. Это тоже они проигнорировали. Аслан Бжания, хочу вас проинформировать. За последние больше чем 2,5 года отказался от какого-либо диалога. Кульминацией этого было то, что он, давая напутствие силовым структурам, сказал в наш всех адрес, всех, кто здесь стоит и там, что там не с кем разговаривать, там не о чем говорить. И это экстремисты, он нас всех назвал экстремистами. Несмотря на это, мы все равно пытались донести до руководства, что ситуация может выйти из-под контроля. Нам не нужно это все. Давайте спокойно подойдем к президентским выборам. Дальше, вы знаете, что произошло. Депутаты не смогли в той мере собраться и провести сессию, как мы просили. Президент полностью проигнорировал все обоснованные предложения общества, и произошло то, что произошло. Теперь на данном этапе была сформирована группа депутатов, отправили их к президенту. Один единственный вопрос. Это отставка президента и проведение внеочередных досрочных выборов. На данный момент мы ждем ответа. Еще раз говорю, мы попросили это сделать, чтобы ситуация еще больше не усугубилась, чтобы не было столкновений. Мы очень надеемся, что те, кто пошел туда на переговоры, придут с положительным результатом. Вот вкратце, что я хотел сказать. Спасибо.